Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшней эпидемиологической ситуации в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. За последние сутки на территории республики, по данным Роспотребнадзора, по Республике Российской Федерации зарегистрировано 65 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 41 случай зарегистрирован в городе Якутске, остальные зарегистрированы в районах республики. Говоря о тех событиях, которые происходят в районах республики, я хочу обратить внимание на то, что, безусловно, сегодня мы принимаем все меры для того, чтобы как можно меньше было у нас случаев, в том числе в районах, чтобы вирус не расходился в дальние поселения. Но, тем не менее, и приехавшие дети, и родственники, и то движение, которое обычно у нас происходит в сельскохозяйственных районах республики, оно дает нам достаточно большое количество заболевших и вирусоносителей. На сегодня у нас в районах, в нашем первичном звене, лечится уже больных больше, чем в городе Якутске на уровне первичного звена. 9 случаев зарегистрировано в Верхневилюйском, по 4 случая в Алданском, Вилюйском, по 2 случая в Ленском, Нерюнгринских районах и по 1 случаю в Горном, Мегино-Кангаласском и Мирнинских районах. Те случаи, которые связаны непосредственно с сельскохозяйственными районами, а это случаи в отдаленных поселениях, как в Чурапчинском, так в Вилюйском, так и Верхневилюйском районах, они стоят в том числе и параллельно на контроле Министерства сельского хозяйства республики, которое обеспечивает соответствующий иной режим взаимодействия с сельхозтоваропроизводителями, которые осуществляют как заготовку сегодня производство у нас молока, и соответствующие меры принимаются. К сожалению, у нас сегодня ночью 1 летальный случай, и, соответственно, это выражаем, безусловно, соболезнования его родственникам. Врачи достаточно долго боролись за жизнь 70-летнего мужчины, тем не менее осложнение произошло, в общем-то, в том числе и за счет хронических заболеваний. За сутки лабораториями республики проведено 2626 анализов, и, соответственно, всего у нас 338 292 теста проведено на коронавирусную инфекцию в республике за этот период. Вчера глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев подписал указ о продлении ограничительных мер на территории республики с определенными послаблениями. Ограничительные меры продлены на 2 недели по 28 августа. Разрешено и допускается с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм открытие спортивных, непосредственно наших открытых стадионов, которые в обязательном порядке под персональную ответственность соответствующего владельца. Это может быть как орган государственной власти, так и орган муниципального образования, так и частник непосредственно осуществляется их открытие, но с персональной ответственностью за санитарно-эпидемиологическое благополучие тех, кто там будет заниматься. И момент, на который я бы хотела обратить внимание, действительно, мы приняли решение, глава республики на основании представления главного санитарного врача по Республике Саха-Якутия Маргариты Игнатьевой разрешил действие частных фитнес-клубов и, опять же, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и позиций. На настоящий момент правительством в целом проводится работа под контролем председателя правительства по подготовке к открытию к учебному году с соблюдением всех требований.